Ассаламу алейкум, добрый вечер, витаю вас, друзья. Сегодня у нас 20 февраля 23 года, 20:01 по Берлину и 23:01 по Джохару. Друзья, приветствую. Снова я на минуту задержался, так как снова загружался мой интернет, особенно перед эфирами, так обычно бывает. Так иногда бывает, не обычно, а иногда бывает. Итак, стрим идет в ТикТок и в YouTube. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Распространяйте ссылку на наш стрим. Фрея, Сейврум, Анархист, Шавега Машвойль. Друзья, приветствую всех вошедших. Так, война, хвалейкум, ассалам, Машвойль, Машал Хуль, Машвойль, война. Так, сразу я перехожу к сообщениям от Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 20 февраля, то есть через 4 дня будет год, как началась крупномасштабная война против Украины. Итак, за прошедшие сутки уничтожено 820 русских оккупантов. Итого их цифра достигла 143 680 штук. 6 танков. Итого их 3316. 8 боевых бронированных машин. Итого их уничтожено 6553. Артиллерийских систем и РСЗО 7 и 2 соответственно установки. Так, один самолет сбит. Самолеты в любом случае нужно упомянуть. 299 самолетов и 287 вертолетов. Почти 600 получается. Получается 596 летательных самолетов и вертолетов. Славные бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили, приземлили, скажем так. 2 БПЛА сбито. Так, крылатых ракет 0, катеров 0, антиаэркрафт 0, автомобильная техника и цистерн 13 штук за прошедшие сутки и 1 спецтехника уничтожена. Слава ЗСУ, слава Украине. Так что вот так вот. Получи, фашист, гранату. Фашистующий фашист. Так, друзья. Комментарий. Ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Веним, алейкум ассалам, Далузель. Машволь. Дейл вахумаш, как давно тебя не было сам. Руслан Дейлер, салам Машволь, хаволь, мокши мящи. Был очень занят важным делом, очень важным. И оно успешно у нас прошло, с чем можете нас всех поздравить. Да? Но оно не напрямую имеет отношение к Ичкерии, но имеет какое-то. Да? Поэтому можете поздравить. Очень все прошло успешно. Да? Так, Леди Машоль, World Tourism Машвойль. Так, Нох Чинох, Анархист, гражданин Ичкерии. Мавидин Бабаев, Нох Чинох, Николас. Всех я витаю, Шавега, всех приветствую, Шавега Машволь. Витаю, друзья, витаю. Так, рыбу продает. Дал бухастам. Дейрбух дал бухастам. Дельдику. Спасибо, леди дорогая, спасибо за поздравления. Так, ну давайте, пока вы собираетесь, думаете, что писать, какие комментарии писать, я немножко вернусь в Facebook. Ну, сейчас прочитаю. Что сулит для России приезд Байдена в Украину? Для России с начала широкомасштабного вторжения фашистской банд-армии на территорию Украины сулит только одно. Капитуляция, суд над одиозными
террористами, преступниками во власти и в военном руководстве, и в спецслужбистском руководстве. Выплата поколениями, выплата контрибуций, вот все, что сулит. А то, что прилетел Байден, Байден показал, что он поддерживает Украину, что Америка поддерживает Украину. Привез еще немножко денег, 500 миллиарда, так, на минуточку немножко. Это уже по расценкам 110 миллиардов уже говорят. Ну, русские пропагандисты визжат просто от этой цифры. 110 миллиардов уже выделили. Позавчера прошла Мюнхенская конференция по безопасности, куда любил приезжать Владимир Владимирович, который был уважаемым гостем на этой Мюнхенской конференции по безопасности. Так вот, там сказали, что, там все сказали. Если вы видели то видео, которое выложил Камала Харрис, вице-президента Соединенных Штатов, где она прямо, это не от себя она говорит, это не случайно оброненная фраза, это подготовленный спич и прямое обращение к террористам из Кремля и ФСБ, что их будут судить, что они будут привлекаться к уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности, которые совершали вот эти мерзавцы и подонки. И если вы обратили внимание, а я очень внимательно за этим всем слежу, там говорят не просто про Украину, когда говорят про военные преступления или преступления против человечности. Такие же преступления фашистская Россия и эта же бандармия, эти же президенты, эти же ФСБшники, прям те же лица просто на восходе своей лучезарной карьеры совершали те же страшные преступления в отношении чеченского народа и государства в Сирии и потом в Украине, как мы знаем. В Грузии тоже было. Поэтому не уйти им от ответственности, им прямо, фактически первое лицо после президента, вице-президент США сказала, что их будут наказывать. С чем я вас всех поздравляю, о чем я, например, много лет мечтал, о чем я много лет говорил, сейчас происходит на наших глазах, и это говорят люди, которые, когда они говорят, дела уже сделаны. У них есть неопровержимые доказательства преступлений Путина, Патрушева, Бортникова, Шойгу, да и других более мелких одиозных террористов. И, Господи, благослови Америку. Спасибо, что эта Америка, она такая, какая она есть. Спасибо, что она заняла эту позицию именно так принципиально, как она ее сейчас заняла. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Были приглашены на эту конференцию, я высказывал, как обычно, свои гневные комментарии, посты по этому поводу, писал в Фейсбуке, в других социальных сетях, где были приглашены мегавор и русский фашист, агент Лубянки, Ходорковский, фашист, ублюдок, мерзавец, пособник геноцида чеченского народа. И такой же имперец, как Каспаров вместе с ним. Потом еще там кто-то был приглашен. Но, я так понимаю, американцы там какую-то свою игру ведут, там делают ставки на кого-то, пытаются найти хороших русских. Хорошие русские, только не имперцы могут быть. Имперец хорошим русским быть не может. Или может он, наверное. Тогда вот эти хорошие русские, про которые я говорю, их нужно выводить из русскости и делать их там, я не знаю, теми, кем они являются. В любом случае, русские национальность искусственная, и в любом случае, кто-то у них есть не искусственный. Вот пускай будут этими людьми, уважаемые и нами уважаемые вот эти люди. А такие хорошие русские, как Ходор и другие мерзавцы, конечно, ничего не стоят. Не приглашать, не делать. Ну, я думаю, через них будут пытаться что-то делать. Сомневаюсь, что получится, потому что это КГБшники. КГБ это одна структура,
как бы они ни изгалялись. Или ты враг этой структуры, или этого учреждения, или ты член этого учреждения. Поэтому посмотрим. А так, все отлично. Визит Байдена был историческим. И без сомнения, крах фашистской банды ФСБ не за горами. Так, давайте, ты откуда? В смысле откуда? Я из интернета, из ТикТока в данном случае для тебя. Визит Байдена, что изменится, как думаешь? Саят, я полагаю, что ситуация разворачивается таким образом, что я вот наблюдаю разные тут моменты, что скорее всего так называемое Приднестровье, где русские выдавали паспорта молдаванам и русским, которые там проживают, российские паспорта. Скорее всего, вопрос с Приднестровской республикой, так называемой, где русские еще в советское время устраивали свои преступления, вернется в полноценную свою молдавскую бухту и будет возвращена. То есть мы скоро увидим, я полагаю, могу ошибаться, но я полагаю, что мы скоро увидим операцию по демилитаризации и денацификации Приднестровской республики, которая воссоединится и станет полноценной Молдавской республикой. С чем я вас всех поздравляю. Также я полагаю, что русские пытаются идти в штурм. Уже штурм начался, русские уже штурмуют. Штурм у них идет очень вяло. Да, вот тот контрнаступ, про который говорили русские, что они вот сейчас пойдут контратаку, сейчас они захватят Киев, сейчас они еще сделают, с Беларуси зайдут, еще. Все эти планы не получаются. Видимо, на местах разные военные, ФСБшники понимают всю бесперспективность и пытаются саботировать, или уже саботируют приказы Верховного Лилипутина. И, скорее всего, произойдет то, что Украина пойдет в контрнаступление, и мы это, может быть, увидим в ближайшие недели. Потому что наступление русских террористов, оно, очень-очень вялое. Скажем так, особо от других наступлений не отличается. Собирается группа так называемых штурмовиков, которых отправляют вперед и ждут, пока их уничтожат украинцы. Вот и все. Если где-то у них получается, они успевают накрыть своей артиллерией, если они выявляют украинские точки, и если у них получается накрыть, накрывают украинских артиллеристов и их танковые позиции. После этого, если получается, нет, и все, и до свидания. И те, кого отправили там группами, мелкими группами отправляют, они уничтожаются. Сейчас русские взяли новую тактику, опять же, они сейчас используют. Вообще в этой войне и украинцы, и русские часто используют наши тактики, нашу тактику ведения войны. По рытью окоп, по многим моментам, которые присутствуют. Конечно, война отличается, это артиллерийская война, это война современного оружия против дикарей, но при всем при этом многие моменты подсмотрены именно в русско-чеченских войнах. И русские сейчас создают маленькие мобильные группы, как мы, чеченцы, создавали. Обычно у нас они составляли 3-4 человека, у русских они чуть больше. И вот их разделяют и пытаются всячески действовать. Но они забывают об одной вещи. Чеченцы, в отличие от русских, они индивидуалисты. И любой чеченец это генерал, любой чеченец, практически любой, это человек, который быстро организовывается, организовывает вокруг себя людей. И в отличие от этого, вот эти маленькие группы, в которых должен быть лидер, тот самый генерал, вот этого им будет не хватать. Поэтому эти тоже попытки, они будут тщетны. Далмула. Так, давайте почитаю еще немножко комментарии с ТикТока, а потом перейду. Потом буду читать комментарии с Ютуба. Сейчас перейду. Придет время, Асланбек, и ты будешь говорить по-другому, совсем по-другому.
поздний переселенец. Во-первых, меня зовут не Асланбек, а Аслан. Во-вторых, говорить по-другому я не буду. И можешь не надеяться. А вот ваша фашистская Россия будет петь по-другому. Вы уже поете по-другому. Совсем по-другому. Поэтому можешь быть спокоен. Ты сам искусственный, дружище. Нет, я не искусственный, Витал. Ну вот русская нация, она искусственная. Не надо на меня обижаться. Я говорю только правду. И ничего, кроме правды, это как и русский язык, так и русская нация, это искусственная нация. Поэтому и язык искусственный, потому что своего не было. Так что все нормально, не волнуйся. Ничего плохого в этом нет. Так бывает иногда. Они уже понимают, что они не только войну проиграли, но и страну теряют. Да, Руслан, совершенно верно. Именно об этом имперец Ходорковский призывал не разрушать Россию и так далее, и так далее. Но я думаю, этот мегавор и убийца, по некоторым данным, может сколько угодно визжать, но у него ничего не получится. И в один прекрасный день, если он далеко-далеко не спрячется, мы будем находить этих преступников и привлекать к уголовной ответственности. В том числе, если за этим будет доказано, и Ходорковского тоже. Молодец, говори, может хоть кто-то услышит. Конечно, Ольга услышит. Ты не представляешь даже, как слышит. Делают вид, что не слышат, и так слышат, как никого. Конспектируют каждое слово. Так, переходим к комментариям. Переходим к комментариям. Так, Аслан поздравляет. Так, Леди Баркал. Без билета зашли. Так, это точно. Ва алейкум ассалам, Питер Вольф. Аслан, от суп к норе хухиля. Ничего, ничего. Пока мы побеждаем, леди. Все нормально там. Еще пока решения нет никакого, но у нас позиции железобетонные. Короче, у нас хаймерсы, а у них только вот допотопные гранатометы. Так что все отлично, не волновайся, Дион. Так, не забудьте лайк, напоминает ночь. Америка поддерживает независимость Дагестана, Ичкерии и других республик. Или она за целостность РФ? Америка поддерживает независимость Ичкерии. Про Дагестан я ничего не могу сказать, потому что я не знаю. Но в Америке есть силы, которые очень много лет нас поддерживали, поддерживают, и я уверен, будут дальше поддерживать. За целостность России на этот раз, мне кажется, вот что я вижу, конечно, каждый день это моя уверенность, она утверждается, но от этих политиков можно ожидать все, что угодно. Поэтому сейчас я не вижу никакой поддержки целостности России, в отличие от во время распада Советского Союза, когда американцы боялись распада вот этого Советского Союза, потом уже самой Российской Федерации, РСФСР так называемой, потому что боялись, что оружие массового уничтожения может попасть в руки людям, которые могут применить его и там или продать куда-нибудь. Поэтому сейчас я не вижу, что кто-то за целостность РФ. Наоборот, прямо об этом не говорится, но я наоборот вижу, что Россия должна быть утилизирована, разделена на несколько частей. В таком случае и сами русские, и все остальные, которые нахлебались горе от этой фашистской России, смогут жить спокойно. Будем надеяться. Асан, как всегда, хорошие новости от тебя. Больше никого и смотреть не надо. И не смотрю. Правильно делаешь, леди. Слушай меня и Голос Америки. Дион. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поширяйте та развивайте контент. Дуже дякую, Юра Грин. Спасибо. А есть шанс, что в скором будущем США признают Ичкерию и начнут дипломатические отношения с Ичкерией? Но. Это не только есть этот шанс, это произойдет, это уже решено, и это произойдет от 100 миллионов %.
Вот 100 миллионов процентов, если такие бывает, 100 миллионов, да, тысяч миллион. Асна, спроси их про русский герб, русскую республику, колыбель русской нации. Пока что никакой русский не ответил на эти вопросы. Хороший вопрос, но что? Кстати, передаю этот вопрос тиктоковцу, который мне тут обижался до меня. Сама формулировка заявления говорит о том, что будет театральная постановка с копиями главарей русской банды, пусть лучше удовлетворяют жаждущих вместе реальной расплаты, чем всем, чем владеет Россия. Не совсем я понял тебя, с копиями главарей ты говоришь, я не думаю, что так это будет. Это слишком у тебя конспирологическая версия, анархист. При всем уважении к твоему мнению, я не согласен, что какие-то копии будут. Все здесь по-настоящему. Да, заигрывали, да, делали свои дела, но террористы из ФСБ перешли все рамки. Все просто. И им сказали стоп. Да, это было трудно, и это сейчас трудно, и еще будет трудно какое-то время. Потом наступит время победы. Несомненно, 100% будет победа. И мы вернемся на нашу прекрасную родину. Так, да, леди, понял. Сразу понял. Архив, думаешь, может реально быть? Так, валейкум ассалам маршал, салам маршал, ой, на самом деле, салам маршал, ой, бамут, маршал. Но если Трамп не придет к власти, то распад России будет гарантирован, мое мнение. Николас, мне кажется, даже если придет Трамп к власти, распад России ничем не остановить. Да, может произойти какие-то события, это политика, там бывает все что угодно и так далее. Но я каждый день вижу, что эти шансы на то, что Россия не будет разделена, точнее, знаете, что мне важно. Я надеюсь, я об этом всегда пишу, говорю и американским своим знакомым, и всем остальным, что дело не в развале России, дело в суде над террористической бандой ФСБ. Эта террористическая банда должна быть осуждена за все ее преступления. Те самые, которые раньше совершались, имеется в виду в советское время, потому что это все наследники той старой системы, того старого учреждения, просто под другой вывеской. Поэтому нужно провести суд над террористами, над бандой ФСБ. Как когда-то над главарями нацистской Германии, которые устроили страшную Вторую мировую войну, где погибло десятки миллионов людей, в том числе и 7 миллионов немцев, между прочим. И сейчас гибнет, русские тоже гибнут. Поэтому должен быть суд, и после этого раскрытие всех архивов, и заодно мы узнаем, кто является ФСБшником, а кто нет. И привлечем ответственности всех одиозных террористов. Кто-то попадет под амнистию. Даже может быть незаслуженно, но всех судить будет очень сложно. И после этого, да, тогда все, после того суда над бандой ФСБ, тогда люди, живущие в разных регионах России, например, на Дальнем Востоке, абсолютно не имеют никакого желания львиную долю, вернее, все отправлять в Москву, и потом уже Москва с барского плеча что-то им дает. А зачем им это нужно? Великой России не будет, будет Дальневосточная республика, будет Московия, будет Кавказ, будет Сибирь. Вот будет разделено, и слава богу, все будут жить спокойно и дальше развиваться. Я думаю, не имперским русским, которых не мучает вот этот фашистский синдром империалиста, я думаю, особо переживать не стоит. И их задача не попасть под насильственную мобилизацию. Вот все, что должно беспокоить. После этого, наоборот, они будут жить в 100 крат лучше, 100 крат свободнее. И их дети и внуки будут жить. И я думаю, русским нужно думать об этом. Да, конечно, приятно, когда там ты повелитель мира, там вояешь. Наверное, я так не знаю, русские, наверное, себя ощущают. Даже сам конченый бич, алкаш под забором ощущает себя великим. Ну вот, наверное, это величие, наверное, не суждено мне это было испытать, но, наверное, это приятно. И, наверное, от этого придется избавиться. Чуть-чуть помучиться придется. Да, ладно.
вы хотите принести войну на наш дом, Адам, и я не собираюсь приносить войну на наш дом. Потому что мой дом и твой дом — это два разных дома, судя по твоему комментарию. Поэтому на свой дом я ничего не собираюсь приносить. А уже принесли войну, и, как ты видишь, уже уничтожено 146 тысяч русских оккупантов. Так, на самом деле никакого отношения Рашка не имеет к Советскому Союзу, как и Российской империи. Ну, не знаю, что вы имеете в виду. Название будущей страны — Кавказские Эмираты. На месте Кавказа очень подходит. Нет, нам не нужны никакие Эмираты. Это арабское название. Мы можем это назвать Союзом, Кавказским Союзом. Или как-нибудь иначе. Никакого арабского налета я там лично видеть не желаю. Не то, чтобы там, я что-то испытываю негативное к арабам, нет, ни в коем случае, ко всем отношусь одинаково. Но мы чеченцы, мы демократы, и у нас должно быть что-то свое. Пусть это будет на чеченском, на грузинском, на любом из дагестанских языков. Мухаммед Тамо. Мухаммед Тамо, я не собираюсь с вами играться, устраивать батлы. Если вы хотите со мной поговорить, мы сейчас, как вы знаете, понимаете, в прямом эфире, заходите, пишите, что вы хотите поговорить, давайте поговорим о сегодняшней теме. И с удовольствием, чтобы я знал просто так, чтобы зайти и устроить с кем-то батлы, там, это мне не интересно. Я не говорю про Россию, брат, я говорю на нашу чеченскую землю. Я не понял тебя, как это твоя чеченская земля. Я не собираюсь в Чечню приносить войну. О чем ты? Адам, война там идет, ты не заметил? Там, по-моему, каждый день молодых людей на войну забирают. Тебе не кажется, что это война, если забирают на войну? Или что? Тебе нужно, чтобы по телевизору об этом сказали? Что-то какой-то ты странный какой-то. И почему война должна прийти в наш дом? Наоборот, мы выступаем за то, чтобы войны не было. Но русские террористы об этом нас не спрашивают. Поэтому мы вынуждены, мир вынужден занимать вот такую позицию. А те земли, которые Российская империя веками отбивала у Чечни и раздавала кому угодно, что насчет них? Но, Чинох, все будет решаться по доброй воле, в соответствии с нашими стремлениями к мирному, цивилизованному решению вот этого вопроса. Конечно, если это наши земли, и мы можем доказать, что это наши земли, то эти наши земли будут нам возвращены. Но для этого мы должны с тобой работать. Понимаешь? Мы все чеченцы. Мансур дал Саюэль. Цаюишон подарок. Цаюишон дал Саюэль. Но цаюиш. Да, Ильяс, ва алейкум ассалам. Я такой, Дион. Нам хатабы не нужны. Хатабы нам нужны. Хатабы нам нужны. Хатаб был защитником, Руслан, нашего государства и народа. Мансур дал Саюэль. И Хатаб умер, защищая наш, был убит, подло убит, вероломно, по-русски, убит русскими террористами. И никогда Хатаб не совершал никаких террористических актов против кого-либо. Поэтому Хатаб, наш герой, им останется. И нам нужны Хатабы. Нужны. Нам не нужны вот эти арабизирования, нам не нужно, как не нужна русификация нам. Нет. Так, ночь, диком хельдар, если вернут. Вернут чек дамадол. Земля принадлежит потомкам Нохчи, но не чеченоговорящим. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, говорит, Машоль. Мокши, мерши, доишу. Так, поделился.
Правильно сделал. Делитесь комментариями, делитесь ссылкой на наш стрим, друзья. Амин, амин, Ильяс, амин. Амин. Да, барца, бойлой. Аслан патриот Родины ночи. Можно так сказать, да. Можно. Так. Так. А когда вы проводите стримы с ответами на вопросы? Просто интересно знать. Вот в данный момент, Николас, я провожу стримы с ответами на вопросы. Я могу отвечать как на ваши письменные вопросы, так и вы можете зайти в ТикТок. У меня сейчас идет стрим. Можете зайти и о-ля-ля, пообщаться со мной, задать вопросы, поговорить на какую-то тему. Мы открыты для дискуссий. Но почему-то ко мне не заходят. Я не вас имею в виду, я имею в виду некоторых моих хейтеров, которые там ходят и рассказывают про меня сказки. Но я вот приглашаю, говорю, давайте пообщаемся. Но их нет, на нет и суда нет, как говорится. О казни на площади, шариат, суды там. Руслан, давай не будем сейчас возвращаться к этому. Я, конечно, осуждаю казни на площади и так далее, но это такая сложная, тонкая материя, которую мы должны садиться и уважительно друг с другом разговаривать. Я имею в виду с теми, кто поддерживает, например, вот то направление шариатское, там, установление исламского государства и так далее. Если эти люди не являются радикалами, мы должны разъяснять. Язык нам дан для того, чтобы мы могли убедить друг друга в чем-то, доказать что-то друг другу. И поэтому это такая непростая тема, которую не так просто будет решать. Да? Но в соответствии с нашей действующей конституцией мы должны идти вперед. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ты знаешь Шамхана Арцуева? Нет, я не знаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум ассалам. Вы позвонили, ты попуск, да, у тебя ник? Ты позвонил не на радио FM, понимаешь, чтобы передавать приветы кому-то. Так, ассаламу алейкум из Казахстана. Читал. Казахстан, Алга. Ночью надо большая правительство. Так, если на то пошло, мы тоже мусульмане. Почему бы арабам не запустить у себя чеченизацию? Отличная идея, Нохча. Абсолютно хорошая идея. Поэтому да, нужно запустить чеченизацию в Саудовской Аравии. Да, хорошая идея. Давайте запустим чеченизацию. Пускай учатся нашим рылкам, учатся, как мы себя ведем со старшими, с младшими, с женщинами, с мужчинами. Пускай. Так, Ичкерия будет в составе НАТО. Да, обязательно будет. Обязательно будет. Так, Як, с какой целью ты мне задаешь эти вопросы? Я не знаю этих людей. Может быть, кто-то есть с таким именем у меня в родственниках. Ну и что? У меня уже не осталось родственников. У меня родственники, кто на этом пути, правильно? Все, других у меня не осталось, к большому сожалению. Так сложилось. Зачем ты меня это спрашиваешь? Для чего?
Справедливо, Нохчи, абсолютно справедливо. Асан, как ты думаешь, в 25 году мы забираем Нохчичу? Нохчи, я очень надеюсь, что в этом году мы сможем поехать домой. Я очень на это надеюсь. Я очень-очень надеюсь. То есть в этом 23 году. Далмула так и произойдет. Далмула. Далмула. Не рано ночью. Самое время. Знаешь, когда ситуация завертится, будет происходить все в недели и дни. Сегодня мы легли спать, утром проснулись, одна ситуация. Легли спать, проснулись, другая ситуация. Поэтому все это, знаешь, как завертится. Еще немножко, еще чуть-чуть. Но мы должны при этом понимать, что ситуация может затянуться и на 10 лет, и на 20 лет. И поэтому расслабляться, что вот сейчас все у нас в кармане, мы ни в коем случае не имеем права. Как-то так. Асан, я желаю вам здоровья, пусть Ичкерия будет свободна, и чтобы вас не побили кадыровцы. Будьте здоровы. Нет, спасибо, конечно, Николас, спасибо, конечно. А почему именно кадыровцы? Я, например, Николас, обличаю, разоблачаю террористическую банду ФСБ. Да, это их, конечно, миньоны, это их вооруженные силы, но почему именно они? А? Здесь сейчас кадыровец, кадыровцем называться в Европе уже не смеет, друзья. Ну, там есть одна осталась, или даже две. Ну, и все, и на этом все. Но они женщины, им можно, да. Так, родственники иной раз бывают хуже врага, говорит Аслан. Да, Аслан Лорс, такое тоже бывает. Так, завтра послание Путина. Как ты думаешь, что он скажет? Путин дальше будет угрожать, готовятся террористические акты, готовятся убийства несогласных с террористической бандой ФСБ. Об этом сегодня буквально говорил Саша Сотник. И у меня тоже есть информация, готовятся террористические акты в Европе, все каналы пережимаются, перекрываются западными спецслужбами, западными службами. Но, конечно же, все предотвратить не получится. В любом случае убивать они будут, в любом случае взрывать они будут. Я в этом убежден практически на 99%, что это их единственное оружие, которое у них остается. И они будут продолжать совершать эти террористические акты. И убивать будут, и убивать. Я в этом списке есть, я это уже давно знаю. Деньги выделены, я знаю. Работа ведется, я знаю. И я не один такой, нас нормально. Так, сидеть в Америке и умничать очень легко. Нет, я тебе скажу, даже сидеть в Америке и умничать нелегко. Нужно быть умным для начала. Нам нужно объединиться за эти 2 года, иначе мы как-то в разных тарелках находимся. Как-то в разных тарелках находимся. Давайте объединяться. Если кто-то не связан с фашистской русней, с ее агентурой, я объединяюсь с кем угодно. Вот у меня нет родственников, я говорил. Вот кто не связан с фашистской этой спецслужбами, ФСБ, ГРУ, кадыровцы, мудыровцы, это ФСБ, то у меня нет никаких вообще проблем для объединения. Я объединен, я свою позицию давно высказал, иду своим путем, и нам не нужно объединяться, чтобы снять видео и показать, что мы объединены, что мы братья, друзья и так далее. Это тоже не мешает, но необходимости нет. Надо просто работать. В информационном пространстве нужно работать. Нужно доносить до людей информацию. Вот и все нужно. Каждый, кто находится, у каждого есть компьютер, у каждого есть возможность написать хотя бы комментарий под разными блогерами, под видео, да, платные комментарии, чтобы их все видели. Нужно массово это делать. Не сидеть сложа руки днем и ночью, информационно доводить нашу позицию до людей. Вот и все объединение. Больше ничего не нужно. Задача — суд над террористической бандой ФСБ. Кавказ, развал России, освобождение отдельно Ичкерии — это потом.
Это никуда не денется. Мы вот это учреждение, оно должно быть осуждено. Архивы рассекречены. Вот после этого, как колосс на глиняных ногах, фашистская Россия перестанет существовать, и нам не придется воевать. Воевать нам не нужно. Нам нужно доносить информацию. Понятно? Мы постгеноцидный народ. Мы должны, и у нас колоссальный опыт, колоссальные знания. И когда мы молчим, как будто мы согласны с тем, что происходит. А мы же не согласны, поэтому нужно работать. И объединимся. Вот мы увидим, кто является кем, кто чем занят. У каждого есть репутация, у каждого есть история своя. Посмотрели, присмотрелись, если он не связан никак с русскими, то он мой родственник, самый близкий. Асан заметил, фашистская любит пугать разговор, когда бьют морду. Путлер говорит, мы еще не начали. Но он уже это давно сказал, уже давно. Так, ну Кадыров, наверное, имеет много связей, поэтому все равно опасно. Нисколько не опасно. Кадыров это ноль без палочки, а вот ФСБ, да, они имеют связи. И Кадыров является инструментом этого ФСБ, только лишь всего. Его связи заключаются вот те, которые ему ФСБ позволило иметь эти связи. Поэтому это все накручено, такой раздутый шарик в лице Кадырова. Даже вот видите, он уже сам в экран даже не помещается. Репа такая. Здравствуйте, уважаемый Аслан. Здравствуйте, уважаемый Кампан. Так, Ауховский район это Чечня. Да, Фрея, Ауховский район это чеченская земля. А как мы узнаем, кто с кем связан, Аслан? Будем пробивать, будем заниматься этой работой, будем заниматься и все. Я, например, этим только и занимаюсь. Аслан заметил, фашистская Россия любит так. Это было. Так, Аслан, дику, Сэшка, дику, Аслан, не волнуйся, что родственники оставили тебя, зато Аллах тебя никогда не оставит. Да, Аль-Мула, Ильяс, да, Аль-Мула. Да, Аль-Мула. Над такими мы будем работать, да. Уважаете осетинов? Конечно, уважаю. Конечно. Все ждут нас, но это будет только в 25 году. Ну, ночи. Тогда можем спокойно 2 года ничего не делать, получается. Получается так. Пам-пам-пара. Пам-пам-пара. Так, друзья. Переходим. Так, что я вам хотел еще рассказать. Сейчас я... Вот, смотрите, новость как раз в тему. Молдова попросила ЕС заморозить активы пророссийских политиков и олигархов, ведущих гибридную войну со страной, и перестать выдавать им визы. По словам главы МИД Молдовы Нико Попеску, это поможет бороться с подкупом потенциально опасных банд в стране. Вот о чем я вам говорил. Смотрите. Вот и все. Скоро Молдова войдет, потом Беларусь освободится. Потом и Москву освободим. Что поделать? Придется освобождать. Осетины и чеченцы братья. Да, я полностью согласен. Все кавказцы братья. Вот так будет. Еще точнее. Потому что нам нужно объединяться. Кавказ это кавказская нация. И мы должны объединяться. Не разделяться ни по религиозному, ни по национальному признаку. Мы кавказская нация, мы должны жить дружно, мы должны показать миру, как мы живем дружно. А мы всегда так жили мирно, всегда сосуществовали, пока не было России, которая использовала и осетин, и армян, и сейчас дагестанцев, и остальных, кого-то больше, кого-то меньше.
для своих имперских амбиций. Так, простой народ Молдовы. За кого? За фашистскую Россию. Этот простой народ Молдовы, наверное, имеет российские паспорта. Как может быть простой народ Молдовы за Россию, если Россия это империя, ведущая агрессивные имперские войны? Просто невероятно. Всему свое время, ты говоришь, будешь ждать. Нет, это время нам нужно. Хорошо, ночи. Оно у нас есть, да? Так, спасибо, брат, за правду. Пожалуйста, дорогой. Провокационный вопрос. Да, есть такие. Сейчас кавказцев кидают на Украину в основном. Да. Да, ночи, совершенно верно. Нужно, вообще, знаете, я считаю, что мы должны вести мораторий на вообще убийства, любые убийства, на смертную казнь в том числе. Мы должны очень-очень возвести в ранг запрещенное убивать человека. Дуй, и чирбогум дуй, и до ойлас дахканой, и ума, и шихал хил масштабе уадалда, чтобы раз в год пьяной драки, там, что случайно, вот так, чтобы это было, а не так, как сейчас. Уже ради России убивать, душить людей, расчленять людей, сжигать людей. Думать, о, ген дахканац, раз хшите, бог белчари. Да, мула. Да, дверь закрыл, архиисту крыдор. Так. Их кидать на бойню, это грех. Нисбах, СШК. Так, где у нас комментарий? Наш ориентир, наша конституция. Да, это наш основной закон. Осетины не кавказцы, они ведь пришлый народ. Ингушам они точно не братья. Помним пригородный район. Ну, я тебе скажу, брат ингуш, что на Кавказе очень много, кроме нас с тобой, много очень народов пришлых. Поэтому очень много, ну, подавляющее большинство пришлых народов там. Поэтому, ну, пришло, это не значит, что они вчера пришли. Они сотни лет назад пришли, осели и живут и сосуществуют. Поэтому пришлые народы или нет, это народы, которые, люди, которые живут на наших землях, кавказских, наша общая земля, и мы должны сосуществовать, если мы не варвары и не дикари. Да, война была... Геноцид, скажем так, никакая это не война была, геноцид ингушского народа был в пригородном районе, это факт, но, к сожалению, руководство, и еще при Евкурове, начало отыгрывать уже позиции, которые так долго удерживались предыдущим руководством Ингушетии, Русланом Аушевым. И за эти преступления должны отвечать одиозные осетинские генералы военные, которые принимали участие в этой резне. И, конечно же, за этим стоят русские. Было бы неправильно, если бы мы, чеченцы, считали виновных во всех своих бедах дагестанцев, которых в огромном количестве заслали на нашу землю. Несмотря на то, что мы ходили спасать Чабан-Махи и Карамахи, их женщин, детей и стариков даргинских. И самыми жестокими, я это не придумываю, я это не говорю, чтобы обидеть дагестанцев. Я говорю так, как я разговариваю с бойцами, которые воевали. Не то, что с многими, ну, с достаточным количеством людей довелось общаться. И все говорят, самыми жестокими, самыми беспощадными были дагестанцы. И что мне теперь? Винить в этом дагестанцев, которые одели форму и пришли убивать нас, причем самыми жестокими? Нет, за этим стоит Россия. А вот тот дагестанец, который одел форму и убил, и был жесток, пришел к нам с оружием, и если мы их устанавливаем, мы их будем наказывать. Точно то же самое можно сказать в отношении осетин. Когда ингуши говорят, что враги их осетины,
А этот конфликт подогревался Россией, очень долго подогревался. И он уже так далеко зашел, что уже России уже ничего и делать не надо. Ингуши и осетины друг друга ненавидят. То тот, кто говорит, что в геноциде ингушского народа виноваты одни осетины, тот вольно или невольно выводит основных виновников этих преступлений. Банду ФСБ, тогда это ФСК, по-моему, было, и Министерство обороны России, и саму фашистскую Россию. Поэтому не стоит так относиться. Осетины есть и хорошие, и плохие, разные, как есть и чеченцы, хорошие, и плохие. И вот тот конфликт, который опустился до уровня национальных разборок, вот приблизительно у нас этот конфликт опустили на уровне внутричеченских разборок. Пытаются опустить, а мы пытаемся этому препятствовать. Например, нам говорят, во всем виноват Кадыров, а мы говорим, что Кадыров это всего лишь один палец на руке, который тебя душит. Вот и все. Может кровавый палец, не знаю, самый кровавый палец. Может быть, да. Может, осетинские головорезы были самыми кровавыми. Да, может быть, хотя я сомневаюсь. Потому что там русские фору дадут любому. Поэтому не нужно так относиться к этому. Рано или поздно мы будем жить в одном государстве. Вернее, в нескольких в союзных государствах мы будем жить. Рано или поздно это произойдет. Как-то так, Тём. Так, спасибо за подарки. Баркал, Асуха, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, я казах. Если Украина выиграет, Ичкерия готова добить независимость и кадыровцев бороться. Ва алейкум ассалам, Арманчик. Украина выиграет однозначно, Ичкерия станет независимой. Однозначно. А кадыровцы это предатели, преступники, которые будут наказаны. Кадыровцы, которые совершили страшные преступления. Так как и Осетия, и Дагестан, и всякие другие, как и Украина, они работали за деньги над нами 500 тысяч. Да, но что, именно так, все воевали против нас. К большому сожалению, и даже среди нас были такие, кто воевал против нас. Слава Украине, героям слава, да. Так. Без конституции государство не государство. Ну, есть государство без конституции, но у них законы есть. Конституция это просто свод правил. Основной свод правил. Так, мечтаю жить в свободной Ичкерии. Хасхан Яриз. Ты чеченец? Да, я чеченец. Апти кто отравил, как думаешь? Я думаю, Кадыров его отравил. Я остаюсь при своем мнении. Я смотрел тот наигранный спектакль, где два брата, Рамзан Кадыров и Апти Алаудинов, там общались. Я считаю, что все было наиграно. И именно... И я считаю, на самом деле, я считаю, что Апти Алаудинов представляет реальную угрозу для власти самого Кадырова. И я думаю, Кадыров это лучше меня понимает. Я с ним в этом согласен. Поэтому я думаю, это так. Аса, как думаешь, будет ли мобилизация еще раз? Боюсь за родных. Да, Манго, мобилизация идет, в Чечне она идет, она не останавливалась ни на один день. И мобилизация будет продолжена. Будет продолжена и будет продолжаться. Я не знаю, о каком регионе ты говоришь. У нас именно так. У нас это так. И везде собираются, набираются люди и будут дальше набираться. В большом количестве. Сам отравился, наверное. Да, наверное, что-то съел, наверное, испорченную российскую консерву, да он. Мне тоже кажется, что делал рук дело. Апти-конкурент. Да, Руслан, Апти-конкурент, и я думаю, на него сделали ставку. Именно поэтому его показывают по телевидению, по российскому телевидению. И это один из очень таких показательных сигналов. Один из таких показательных сигналов.
Так, друзья, можешь кимажель хирютин. Ну, да, наверное. Дагестан лично расстрелял как на подиуме и не только шахидов, но и беженцев, подростков. Где расстрелять? На каком подиуме? Беженцев, подростков. Да, и казнили не только воинов, да, казнили многих, были отморозками. Наверное, русские заставляли. Вот сейчас, чтобы мы с тобой это обсуждали, чтобы это осталось в нашей памяти, а такие вещи у нас остаются. И я думаю, для этого им дан был приказ, давайте убивайте как можно больше. Ну а эти бичи убивали выслужиться, чтобы лишнюю медальку дали, и погладил их русский по голове и сказал: какой ты молодец, слушай, какой ты молодец. Я тебе потом скину. Окей, можешь хоть даять. Так. Так. Чтобы ненависть была между народами. Да, Руслан, совершенно верно. Это делается для того, чтобы, когда они уйдут, мы друг друга ненавидели. Именно поэтому я это констатирую, не потому, чтобы мы ненавидели дагестанцев. Нет, мы должны это знать. Но мы должны понимать, что мы не должны ненавидеть дагестанцев. Дагестанцы наши братья. Дагестанцы наши братья. Я слышал, что они не могли набрать мобилизацию так, как хотели. Многие избежали. Да, Вене, бегут, многие отлынивают, бегут даже мобилизованные массово сбегают с фронта, уже отправленные. Потому что отправляют, их расстреливать массово не могут, они просто все собираются толпой и уходят. И ничего с ними сделать нельзя. Бросают оружие и уходят. Поэтому, ну, если это сейчас начнет, а это начнет сейчас приобретать массовый характер, то тогда мобилизация может просто прекратиться. Но она не прекратится в самой России. Имеется в виду, они будут защищать Москву, они будут защищать Санкт-Петербург. Вот есть такой Подоляк в Украине, который говорил, что Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву будут бомбить. Не знаю, для чего он выдал эту информацию, но я тоже полагаю, что так и будет. Пригожина лицо уже кислое. Да, Пригожин очень жалуется. Мобилизованных вот этих зэков, их уже почти всех утилизировали. Поэтому у них все, у русских все очень плохо. При всей той пропаганде, которая идет, вы просто можете смотреть и понимать, что они лгут вот 100%. Плохо все, отвратительно плохо. Так плохо у них никогда не было, наверное, с 41 года. Вот в самом начале войны, когда все плохо у него было, потом они как-то вырулили ситуацию. Весь мир помог там и так далее, и так далее. Забросали там разными нерусскими народами немецкое оружие. И вот как-то вырулили эту ситуацию. Поэтому все плохо, отвратительно плохо. И я надеюсь, что будет в 1000 раз хуже. В 1000 раз. Как-то так, да. Ассалам алейкум ассалам, Хамзат, Машвой. Так. Обвинять дагестанцев из русской армии жестоко, это как обвинять арабский легион вермахта в зверство германского нацизма. Я обвиняю не дагестанцев, а вот именно вот этот легион вермахта я обвиняю. Я не обвиняю, еще раз для ясности, я не обвиняю дагестанцев, а обвиняю именно тех, кто пришел к нам туда воевать. А таких очень много. Таких почти вся Ханкала, пол Ханкалы. Как будто в Махачкалу попал, когда оказываешься
на Ханкале. Я там не оказывался, но мне рассказывали. Основной митинг в 2002 году в Магасе, мне кажется, она не нужна была России, хотела нас строить с чеченцами. Совершенно верно, Сейрум. Конечно, это все, тогда была недовольная масса ингушей, недовольная группа людей была, очень недовольна. А Ингушетии определенной степени, как бы это ни казалось, проецируя на Россию, не казалось странным, была определенная свобода в силу менталитета войнавского, в силу позиций ингушских разных там чиновников, министров, там военных и так далее, и так далее. Потому что эту грань, как кадыровцы, ямадаевцы, ингуши, при всем при том, что там есть и те, кто убивает ингушей, ну, массово так они не переступили эту черту. И была возможность высказывать свое мнение. Ну, тогда русские аккуратно ввели раздел вот этой земли, подбросили дрова в костер и начали усиленно в интернете раскручивать эту тему, что ингуши ненавидят чеченцев, чеченцы ненавидят ингушей и так далее, и так далее. Да, это все было искусственно. Но недовольство ингушской части общества, оно было выявлено и, к сожалению, не получило массовой поддержки и было нейтрализовано. Посажены, кто-то убит, кто-то посажен и так далее, и так далее. Но ничего, скоро ингушам придется снова поднять флаг свободы и освободиться. Да, в Ханкале все дагестанцы. Да, мне говорили, да, что Дагестан. Какой стати они в Ханкале? Они служить приезжают. Вы подтримаете Украину? Конечно, что за вопрос? Конечно. Дел Маршал Хиль Аслан, так, Маршал Хиль Хамзат. Мы в первую войну жили у дагестанца и ни одного рубля не попросили, и намека не было, хотя сдавали своим жилье во дворе. Да, конечно, это тоже было, все это есть, и вообще даже не обсуждается. Конечно, дагестанцы наши братья, как и все остальные на Кавказе, в том числе и русские, которые проживают, несмотря на то, что многие из них колонисты, заселенные специально, потомки колонистов. Поэтому, если этот русский не желает нам русского мира, этот русский такой же гражданин, такой же хороший человек, как все остальные. Так, Дейлер Машарасан. Так, мы в первом так дал сидуэласа, салам сидер бахандолуш. Массера дойл хамза. Так, вы потребуете, конечно. Асна хейшит и лоция. Акраман Амбург. Лоц дер, мечау, аул. О, лоц просто. Иншаллах, мы возьмем Кавказ, очистим Кавказ от нечисти. Далмула. Так, поехали дальше, да. Машо ли уж тхоч, одикду, и уж такой тыртырдук на мукуза. Дякую за поддержку Украины. Всегда, пожалуйста. Послушал 3 минуты и все сразу понял. Ты хороший человек, написал хороший человек из Германии. Ай, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, правильно? Спасибо за добрые, за теплые слова. В России плохая жизнь. Ну как сказать, что значит в России плохая жизнь? Для некоторых хорошая, для некоторых плохая. Ну а для чеченцев она невыносимая. Невыносимая. Почему на кепке не украинский флаг? В следующий раз одену обязательно. Мальвин Асахо, предатель, Убо Закаевский, братвану. Назови, пожалуйста, мне имя этой братвы. Есть у этой Закаевской братвы имя, кто говорит, что я предатель? Мальвина. Или это так, очередной вброс, чтобы я на Закаева что-то начал говорить. Я все сказал про этого человека, он никакой нам не лидер и все остальное. И никакой Ичкерию он не представил, он Горскую республику представляет. Дальше что? Скажи, имя скажи, кто, какая братва там называет. Просто нам имя нужно, конкретика. Кто называет нас предателями, да? Предатели называют нас предателями или нормальные люди нас называют предателями? Будем выяснять дело. Пиши.
Ты сам же из России, говорит. Ни в коем случае, Рустам, о чем ты говоришь? Я же чеченец. У меня есть 1000 лет своя земля, понимаешь? У меня есть место, где я родился и где я буду похоронен уже, мое уже место отведенное. И так из поколения в поколение. Какой я тебе из России? На день рождения Мальвины не пришел Буратино. Наверное. Кричи слава Украины, говорит. В смысле, ты попросить меня? А пожалуйста, где? Ты же понимаешь, что придет день, когда ты вынужден будешь выехать из США или где там тебя настигнут. Зачем тебе это надо? Да, я не то, что я не думаю, что я буду вынужден выехать, потому что у меня, можно сказать, уже есть гражданство определенной страны. И я, если вынужденно выезжать не буду, но я выйду в свою Ичкерию добровольно. Добровольно. Тебе платят? Нет, Рустам, мне не платят. К большому сожалению, ничего. Сегодня пытался подключить монетизацию к своему новому каналу, но пока не получилось. Не знаю, что там, надо разбираться. Все говорят в Телеграме про тебя, я тоже там слышал. Там слышал, Мальвина, ты Мальвина или ты Мальвин? Ты мне определись. В Телеграме много что говорят. Если они мужчины, если они не лжецы, пускай придут, вот у меня прямой эфир. Или просто человек выйдет и скажет, не надо у меня в эфир приходить. Просто назовется своим именем, лицом и скажет, Аслан предатель. У меня есть факты. Давайте эти факты, я жду. Давайте. Нету этих фактов. Понимаешь? И никогда их не будет. В отличие от тех, кто это на меня говорит. А выглядит, как будто платят. А выглядит, как будто платят. Нет, юзер, не платят. Ну да, я хорошо выгляжу. Слежу за собой. Спасибо за комплимент, конечно. С деньгами проблем нет, если что. Но не платят за мою работу. Я это делаю бесплатно. Абсолютно бесплатно. Салам, брат, от казаха. Салам, казах. Пожалуйста, ты забыл сказать, Татбонд. Ты забыл сказать, пожалуйста. А сам у тебя на канале я узнаю много полезного. Я верю каждому твоему слову. Спасибо, Сайрум. Спасибо. Баркалон. Мы в первом жили так. Это я уже читал. Это я тоже читал. Ну ладно, пойдем дальше. Салам из Германии. İçkeri pasportam deca za suvenīram, dusa pasports, saniš to TikTok, čua, 4 летки, чua гоич лилдеш, за сувениром, дусвига, паспортом, деца. У них в словаре нет слова «пожалуйста», им теперь весь мир должен. О, юзер, ты у нас русский, я так понимаю, да? Решил на украинцев что-то сказать. Нет, весь мир им не должен, весь мир должен русским. Так русские, по крайней мере, считают. Но они глубоко ошиблись, жестоко ошиблись. Поэтому украинцев не трожь. У них все так. Говорят, Путин весь морской флот на уши поставил. Да? У Вовы начинается паника. Вова в панике, да он. Вова в панике. Вова панически. Вот смотрите, у меня здесь видно комментарий, и он у меня не уходит. Вот он вот в самом низу, вот, удалил. Он умер. Понял. Что ты думаешь о том, что Польша возвращает свои земли, ранее захваченные? Ну вот я тоже понимаю, что ты, Рустам, то ты мне
угрожаешь, что меня выдворят из Европы, из США, сейчас ты что возвращать. Нет, это ваши хотелки, это ваши пугалки. Запад не разобщен, НАТО не разобщено. Все они вместе поддерживают Украину. Выделено 110 миллиардов. Понимаете? Для Запада, для американцев, для англичан, для немцев. Если они вкладывают такие деньги, значит они 100 миллионов раз отмерили и только после этого отрезали. Понимаете? И 110 миллиардов сегодня Байден еще 500 миллионов привел. Привез кучу вооружений. Ну, на бумагах, на словах. Не с собой, конечно, лично. И так далее, и так далее. Поэтому все просто великолепно. Никто, никакая Польша, никакие деньги, земли забирать у Украины не собирается. Польша, несмотря на страшные, трагические разногласия в прошлом, между Украиной и Польшей, сегодня подставила плечо, и настоящим братом оказалась Польша, а не вот финно-угорские племена, которые назывались братьями. Понимаете? Так подло нанесли удар в спину. Поэтому ничего этого не произойдет. Все нормально, за Украину не волнуйтесь, волнуйтесь о своих землях, волнуйтесь, что, как у вас там в Москве, там возьмите участок, там сажать там картошку, помидоры, огурцы, вам пригодится. Это правда, что паспорт Заки действует в Европе? Абсолютная неправда, абсолютная ложь. Этот паспорт сувенир. Да, в нем можно купить билет на автобус, билет там на этот. Ну, как любой документ, который под видом документа вы просунете какой-нибудь молодой девушке или парню, который набирает на компьютере, ему нужна только ваша фамилия и имя, и все. Нет, конечно, ничего не действует, абсолютно наглая ложь. Так, а я просто хотел понять, кого это в бегах, каково это в бегах жить. Ну, я не знаю, я не жил в бегах. Америка Forever. Совершенно верно, Мэри. Брат, ты не ответил. Распад России, независим Ичкерии. Прогноз. Я не баба Ванга, чтобы давать прогнозы. Я не знаю. Я могу сказать свое мнение по этому поводу, но оно во временных рамках может там иметь разброс там от 1 года до 10 лет. Поэтому смысл говорить. То, что будет распад и независимость Ичкерии, то есть деоккупация нашей страны, я в этом нисколько не сомневаюсь. Именно поэтому занимаюсь вот тем, чем занимаюсь. Вот и все. Так, если Россия не дает откусить кусок от Украины, то и Польша не позволит, даже если она захочет. Да Польша этого не захочет. Все это туфта, которую тут несет этот чувак. У нас много болельщиков за Родину. Если они как-то схалтурят, мы их накажем, иншаллах, всему свое время. Так. Да, никто не возвращает. Так. Слава Ичкерии, героям слава, Старк. Витаю тебя. Рахмет, брат, за ответ. Пожалуйста. Поляки, Украина, братья. Да, как выяснилось, весь мир, во всем мире. Не, юзер, это только у России все плохо. Да, у Украины сейчас плохо, на ее территории идет война. Но ситуация в корне меняется и будет меняться только в лучшую сторону для нас и в худшую для России. Что я ей и желаю. Искренне, от души, чтобы как можно быстрее банда ФСБ была осуждена и моя страна была деоккупирована. Соответственно, мой народ полноправно вступил в свои права, в человеческие права, которых он лишен по вине фашистской России. Байден в Украине был сегодня. Да, Старк, сегодня дед Джо, старик Джо прилетел в Киев. Аслан, как ты относишься к поддержке чеченцев, сепаратизма Якутии, Бурятии и других регионов России? Очень хорошо и положительно отношусь. Сепаратизм я приветствую.
на территории фашистской России. И из тюрьмы народов все должны пытаться уйти, если у них есть хоть капля инстинкта самосохранения и чувства собственного достоинства. Потому что Россия не только не дает развиваться более маленьким, слабым народам, если так можно выразиться, она их уничтожает. Уничтожает. И несколько народов фашистская Россия уничтожила полностью. И продолжает уничтожение и якутов, и бурят, другие северные народы, которые были фактически сведены там на ноль их количество, их демографическое состояние, ну просто удручающее. Спиваются и так далее, и так далее. Про языки я молчу, которые теряются. Даже если остаются представители определенного этноса, они уже практически не говорят на своем языке. Вот как-то так. 23 февраля, когда день депортации чеченца и Казахстан, помним. Да, совершенно верно. Поэтому Очитесо Милуха, я поддерживаю выход всех, кто желает этого, из состава фашистской России. Всех. Каждый имеет на это право. Это много значит. Да, бюсте олей шухам баловис, давай бюсте охай. Так. Признает нас. Что ты имеешь в виду признает? Так, сейчас я постараюсь найти только. Тогда следующее. Если мы будем поддерживать сепаратистов, ты думаешь, Россия признает нас? Да мне все равно, признает нас Россия или нет. Россия нас никогда не признает. Россия имперская, придет туда Навальный, придет туда Ходорковский, кто бы туда ни пришел из имперцев. Если ФСБ не будет осуждено, у них будет ядерное оружие, и та армия, которая у нее уже не осталась практически, если она восстановит ее, то нам свободы не видать. Они не отпустят нас. Никогда русский царь добровольно не даст выйти нам из состава своей фашистской России. Только когда их поставят им сапог на рожу, на глотку, военный сапог. Только так русские понимают. Понимаете? Вот и все. А то, что Россия хочет, да какая мне разница, что Россия хочет. Россия мой многовековой враг, который уничтожает и детей, и женщин, и стариков, из поколения в поколение. И все. Это не касается конкретно русских. Есть нормальные русские там, в России. Это касается той имперской политики, которую ведет эта страна. Всегда, еще со времен там Ивана Грозного. Вот и все. Почему я должен думать, что думает обо мне Россия? Хоть признает она. Я за якутов и за бурят. И которые хотят выйти из состава фашистской России. И все. А остальное меня как не волнует. Как не волнует мое мнение и 300 тысяч убитых ею фашистской Россией. Мнение моих граждан. Почему я должен думать о России? Асан, а не лучше, если мы будем работать над нашей свободой, чем поддерживать сепаратизм других? Ну, я тебе скажу, это одно другому не мешает. Поддержать это не значит не работать над своей свободой. Надо работать полный вперед. Почему нет? Надо работать, развиваться, идти вперед. Эти другие не горят и не горели желанием освободиться. Вот это другой вопрос. Очень. Ты меня спросил, как ты относишься к этому сепаратизму, выходу из тюрьмы народов. Я отношусь положительно. А если нету таких бурятов и якутов, ну это уже не мои проблемы. Я не собираюсь освобождать Якутию и Бурятию, если это не нужно им. И вообще любой другой регион. Я хочу, чтобы мой народ получил права, заслуженные, данные Богом, закрепленные в международном праве, права. Я хочу эти права получить своему народу. Я их могу получить, мы их можем получить, только если мы станем субъектом международного права. То есть будем определять сами свою судьбу. Поэтому я хочу этого.
А поддерживать, почему нет? Что я должен делать? Бросить, не говорить о Ичкерии, говорить про Якутию, Бурятию, ну, этого же от меня не требуется. Поддерживаю, клянусь, поддерживаю, всеми фибрами своей души поддерживаю. Насколько реально отделение Ичкерии от России? Отделение я бы не сказал, потому что никакого отделения быть не может, потому что мы не являемся частью России, чтобы от нее отделяться. Мы не сепаратисты, в отличие от других, которые захотят сейчас отделиться. Мы на законных основаниях вышли из состава Советского Союза, и потом незаконно были оккупированы и затем аннексированы фашистской так называемой Российской Федерацией. Поэтому, как только Россия ослабнет, она выведет свои войска, мы восстановим свою администрацию, выберем себе президента, парламент, и все, и заживем до Алмула. Война однозначно плохо, но режиссер этой войны далеко не Путин. Вот это вообще ты заявил, как тебя там, Стронгер. Так. Спасибо за подарки, друзья, спасибо. Так, вот, о чем я. Так, русский нормальный, я из Москвы. Так, нормальным, не имперцам, всем салам. Добрый вечер. Добрый, Вита Корлеона. Сейчас в Казахстане идет такая тема. Казахи 90% поддерживают Украину, а русские за Россию. Да, есть у вас там такие, да, есть. Но я думаю, нужно присмотреться к этим русским. Так, флаг Америки. Так почему бы вам в Америку не поехать? Там будет для вас свобода. Ну вот у меня сзади висит флаг Ичкерии. Его только с краю видно. И что? Ну, предложишь мне в Ичкерию поехать? Так, всем спасибо за подарки, друзья. Спасибо, спасибо, спасибо. Дай Бог, чтобы так все было. Аминь, аминь. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Спасибо всем нормальным чеченцам. Спасибо, Айс, спасибо. Аса, как думаешь, Россия снова может депортировать народы Северного Кавказа? Знаю, от них можно ждать все, что угодно. Да, Северу, абсолютно так. Абсолютно 100%. Если Россия победит в Украине, геноцид, депортация чеченского и, возможно, ингушских народов произойдет с большой вероятностью. Сейчас идет мобилизация, что тоже является геноцидом. Потому что наша бросает самое пекло. И, конечно, все может быть. Надо, чтобы Россия проиграла. Вот и все. Мы сегодня спілкувались с вами при прямом эфире. Да, Степан Бандера. Александр, приветствую тебя. Салам алейкум, алейкум ассалам, Аслан, Машуэль. Аслан, Питер Залмай, украинский журналист, задал хороший вопрос Ходорковскому. Почему ты не помогаешь Украине в Мюнхене через Ходорковский? Не знал, что сказать. Видел ты? Нет, Бамот, не видел. Не видел. Я не видел. Северные народы, такие как кето и венки, на грани исчезновения. Кето по галогруппе родственны с чеченцами. Да, интересно. Я даже не слышал про такой народ. Кето. Интересно. Да, конечно, на Кавказе, например, есть были народы, убыхи, шапсуды, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот эти народы исчезли, язык там, все, нету этих народов. Просто русские пришли и вырезали все и вся. Нет, закончились. И закончились бы и чеченцы, и ингуши закончились бы, если бы на то была воля Всевышнего. Но Господь не дал нам. И, хотя русские сделали все возможное, чтобы нас, да, шапсуги. Спасибо, Аслан. А правда, что Господь не дал нам исчезнуть. Вот и все. Русские сделали все возможное, чтобы мы исчезли. Правда, что Путлеру сказали, призовут к ответственности. Да, Хасуха, сегодня я выложил это видео у себя в YouTube-канале, можешь посмотреть, где Камала Харрис, вице-президент США, прямо четко заявляет об этом, без всяких там вот этих дипломатических, политических заковырок, прямым текстом, как есть. Те, кто совершал военные преступления против человечности, и их начальство, она сказала, будут привлечены к ответственности. А мы это уже знаем, давно мы это знаем.
Просто идет работа по судебной подготовке идет, где суды будут проводиться. В Украине будут часть судов будет в европейских странах, большой вероятностью в Америке, потому что судить будет Национальный суд Соединенных Штатов. И я думаю, все будет отлично. Так. Ну, не совсем это абхазы, это другие. Я скачаю себе. Да, скачай, пожалуйста. Тут в ТикТоке тоже, кстати, есть это видео. Я забыл просто. В ТикТоке оно тоже есть. Там посмотрела, сейчас я тебе скажу это видео. Буквально за сутки. 261 тысяча посмотрели это видео. Я вчера его загрузил. И вот его уже посмотрели 261 тысяча. Причем в Ютубе мне его посмотрели около 100 человек. А в ТикТоке посмотрела 261 500, даже если быть точнее. Как-то так, друзья, как-то так, да. Ой, я себя вижу, да. Ах ты. Вот как вы меня видите, да. Не тебя, похоже, в Чечне судить будут, говорит. Да, Александр, не меня, точно не меня. Немцы тоже были на Кавказе, их убивали, депортировали после Второй мировой войны. Да, и не только с Кавказа, их там с Поволжья депортировали, кажется. Я думаю, что если Россия развалит, то я бы использовал термин «Великий раскол» в качестве обозначения этого исторического события. Великая Россия и Великий раскол. Ну, мне кажется, немножко жирновато им будет с этим величием. Да? Обычные бандюги, обычные предатели, подонки, преступники, которые будут наказаны, и люди получат свободу. Без великого я бы назвал бы это. Так, кто ты и за кого ты? Мила. Я за чеченский народ, а ты кто? Так. Я за мир во всем мире. Да так я тоже. Я за то, чтобы быть здоровым и богатым и за мир во всем мире. А кто, разве не так? Кто-то разве против этого? Есть одна проблема. Мы-то за мир во всем мире. Вот есть русские террористы, которые не хотят за мира во всем мире. Вот это проблема, которую как-то нужно решать. И ее решают успешно пан Валерий Залужный со своими парнями, со своими казаками. Так, я тоже, Айс. 90% жителей России зомбированы новостями типа Соловьев, Скобеева и прочей швалью. Ну, 90, наверное, да, может быть, ты прав, да. Проблема, если мир любой ценой. Вы в Европе, да, я в Германии. Аса, и натовский, американский беспилотник с Джахари, Мац, Хочари, Доушдо. Пока мне не докладывают, к сожалению, да, но я очень надеюсь, что по главарю Игорю Кочневу, банды ФСБ по Чеченской Республике, и главарю Кадыркину, они обязательно залетят в гости. Да. Ну или потом это будет делать чеченский спецназ. Да. Друзья, мы уже в эфире 1,5 часа, поэтому я, наверное, с вами попрощаюсь. В среду мы выйдем на чеченском языке, постараюсь выйти. Следите за анонсом. И
Сейчас прочитаю пару еще комментариев. Это обозначение я выбрал, потому что империя под названием Россия наконец-то полностью развалится. Да, но тогда давайте так назовем. Не великий раскол, а великая победа Украины это пускай будет. И пускай это войдет в историю как великая победа Украины и ее союзников. Вот так будет, наверное, правильно. Да, можно. Давай последний вопрос. Слушаю. Матч Эллера Астан в среду. В среду Мустан 23 часа, 21:00 по Берлину. 21 час 00 минут. Так, их величие валяться пьяным в луже или под забором. Да, Хамзат, совершенно верно. Россия никогда не была великой империей. Большой, да, но куча тоже бывает большой. Да, да, совершенно верно, Рус. Без комментариев, очень. Я не думаю, что этот человек или эти люди заботятся о чеченском народе и пекут о чем-то, да, кроме захвате власти, который они думают сейчас им упадет с неба. Не упадет. Ни Закаеву, ни остальным она не упадет. Его Величество, господин чеченский народ будет избирать себе власть. Не скомпрометированную, хорошую, порядочную, прозрачную власть, где не будет коррупции. Вот такую власть мы заслуживаем, а не таких разных там шарлатанов и проходимцев. Все, на этом все, друзья. Я свой стрим заканчиваю. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Спасибо тебе, Господи, что дал Америке такой силы, чтобы она могла помочь Украине сломать хребет этой фашистской России. Всего самого хорошего, друзья. До скорых встреч. Адикюэль Маш Ойль.